Уважаемые депутаты, прошу внимательно послушать. Речь пойдет о послании президента. Вот у меня все его 18 посланий с полным анализом. Это послание носит исключительно принципиальный характер. Впервые оно произносится в условиях жуткой войны, которую нам объявили всему русскому миру, в условиях 18 санкций, которых ни одно государство не переносило, и на фоне президентских выборов, которые определят судьбу во многом всей нашей политики. Президент за 20 лет четырежды менял свою стратегию, укреплял государственность, боролся с терроризмом, пытался реализовать программу, чтобы остановить вымирание страны, и сейчас реализует задачу полного суверенитета на основе самодостаточности. Я поддерживал эту стратегию, но заявляю официально, если бы вы к нам прислушались, войны бы, которую сегодня нам объявили, не было. Не было бы потому, что мы предлагали абсолютно конструктивный вариант использовать максимально фундамент, который создала советская власть, и резко двинуться вперед. Война – это война потенциалом. В своем интервью Такеру президент особо это подчеркнул. Но мы все понимаем, что наши потенциалы финансово-экономические 15 раз меньше, чем то, что имеют США и НАТО. И если мы в рамках той стратегии, которую нам навязали ельцинский режим и все остальные, мы эту войну выигрывать не в состоянии. У нас нет такого потенциала. Но мы выигрывали, Ленин расколотил Антанту, Сталин провел 2 индустриализации, и Гитлер расколотил, и первый отказался от карточек и продемонстрировал свои космические великолепные достижения. В этой связи перед всеми нами встают 3 вопроса. Я хотел, чтобы президент посмотрел сегодняшнее обсуждение, завершая подготовку своего послания. Первый главный вопрос, чтобы обгонять кого-то, надо иметь темпы выше мировых. У нас 10 лет подряд был 1%, в прошлом году вышли на 3,5%. Сейчас опять съезжаем, потому что как только вышли, его финансово-экономический блок урезал все, что связано с реальным производством, сдул ставку на 16%, обесценил рубль на 80% и монетизацию ограничил 53%. Ни в одной стране мира ничего похожего нет. То есть, если это продолжится, можно что угодно обещать, вы опять получите около процента и будете отставать. Вы не можете на этой базе никого победить. На фронте можно одолеть. Слава Богу всем ребятам, дай Бог здоровья, сейчас я показывал, мы огромные партии туда поставляем. Их 23 февраля всем в окопы, всем друзьям, всем детям, все сделали это. Второй вопрос. Надо остановить умирание и обнищание. В богатейшей стране мира у нас 20 миллионов нищих. Си Цзиньпин поставил задачу избавить Китай от нищих, составил график, определили ответственных, и 800 миллионов человек вышли из нищеты, у них нет нищих. А мы богаче их, мы имеем многое для этого. И тем не менее, у нас богатеет олигархия, которая не хочет платить в условиях войны даже нормальные налоги. И надо все сделать, чтобы прекратить разграбление. Эта грабиловка продолжается невиданными темпами. Посмотрите, что происходит. За 2 года выкачали 300 с лишним миллиардов долларов. Это можно остановить одним решением. То есть эти 3 вопроса стоят ребром, их надо будет решать. Где начинать решать надо? Конечно, в производстве и промышленности. А если посмотреть, то структура правительства не соответствует сложившимся проблемам и вызовам. Мы это видим. Вот президент прекрасно показал пример. Рабочий коллектив посидел, самолет великолепный. Но этот самолет мы на конвейер поставили в 1984 году. Он и сегодня лучший. Мы 50 штук такого класса делали только на этом заводе. Мы на 5 волжских авиационных заводах производили 30 видов и типов машин мирового класса. Ни в одном было ни одного иностранного болта. Но для того, чтобы авиация работала,
Я бы давно восстановил Министерство авиационной промышленности, Министерство электроники и Министерство станкостроения. Бабаков, выступает у Соловьева, вспомнил, что 1 миллиард подшипников делали, а сейчас делаем 30 миллионов. И вы не в состоянии ни с кем конкурировать. Что касается станков, та же самая картина. Мы можем и обязаны решить эту задачу, и мы предлагаем, ведь я не рекламирую, но посмотрите программу Харитонова. Тут писали Академия наук, лучшие специалисты. Все под 47 пунктов, под всем есть законы, бюджет развития и все остальное. Вопрос планирования. Никто сложную машину без плана не делал и не в состоянии делать. В 2013 году вы пошли навстречу, приняли закон о стратегическом планировании. Он-то и не работает. На 3 года принимаем, каждый год корректируем. По крайней мере, сейчас хоть на интервал 6-10 лет, но надо принимать это решение. Это оно тоже давно перезрело. Изменение финансово-кредитной политики. Вот ВПК сейчас взяли, дали, вы проголосовали, мы дали и завертели все станки и машины. Но там частного бизнеса почти нет, он и не может. В большой и холодной стране частный бизнес не может решать эти проблемы. Частное партнерство с государством, да, инфраструктурные большие проекты, да, но он не может, его прибыль интересует. А нас интересует развитие страны и выживание граждан и так далее. Банк обязан отвечать за результаты производства. Он не может таргетированием заниматься, сжимая денежную массу и вздувая нам инфляцию, парализуя весь промышленно-производственный сектор, включая малый бизнес. Налоги. Ну сколько можно вносить прогрессивную шкалу налогов? В прошлый раз убеждали, дети больные, 2%. Сколько вы обещали? Вы обещали 70 миллиардов, а мы получили 650 за эти 2%. Введите им нормальную ставку прогрессивного налога. Нравится, как в Америке, Китай, как Китай, введите ее. Вам никто не запрещает, и вы получите огромные ресурсы для решения этих проблем. Образование и наука, ну сколько там, посмотрите, вот сидят каждый второй, третий ученый, школы, вузы и остальное. Выступление Смолина чего стоит? Кашин тут предлагал, Мельников, Алферов, Афонин, Новиков, Останина, все подряд. Но это люди с огромным педагогическим опытом. Какая проблема кадровая первая? Нет учителей математики, нет учителей физики, нет учителей русского языка. Что касается профтехобразования, вы его искромсали в куски, его Коломейцев блестяще на эту тему объяснял, как Россельма строил, и рядом все вырастало. Кто не дает принять решение? Оно перезрело давно. Идите на военные заводы. Вот сейчас у нас Соболев все объехал. Первый вопрос, который директора говорит, нету фрезеровщика, слесаря, наладчика, компьютера. Нет, давайте. Ну, их негде взять, их можно подготовить. Для этого решение готово, давайте его и так далее. Что касается финансирования, НДС, давно пора заменить его налогом с продаж, и тогда новые технологии будут оставить потрат быстрее. Надо отменить бюджетные правила, оно задушило экономику, деньги куда-то складываются, уходят, обесцениваются, а результата нет. Ну и сбережение народа. Многодетные семьи, дети войны и горячее питание. Ну, я хотел бы, чтобы послезавтра президент сказал, ну, решим, наконец, это. Ну, сколько ж мы будем вымирать, по 500 000 теряем каждый год, а русские области умирают ударными темпами. Все это готово. Надо принимать политическое решение. И надо понимать, что в апреле будет министерство отчитываться, их придется назначать. Это непременно требует изменения политической системы. Я ничего не имею против новых людей, но я хочу там услышать что-то новенькое. А я это новенькое вижу, надуваю за сумасшедшие деньги по всей стране, пузырь, в котором нету ничего. Я это видел в 90-е годы, добавьте 1 минуту, 90-е видел. Надували Ельцина, демократ, он надо мной жил, я более пьяного руководителя не видел, я Москву курировал. Я в ужасе был от того, что делали, надувая
То, что в стране обернулось жуткой катастрофой, надували политическую систему, поделили все на куски между собой, нас запретили, всех сняли и так далее. Давайте решим эту проблему. Готов и избирательный кодекс, и трудовой кодекс, и закон, связанный с изменением, со сформированием Конституционного собрания. Есть абсолютно мирный демократический путь и решение ремонта этой проблемы. Мы будем поддерживать все конструктивное, но хотели, чтобы выборы нам помогли исправить ситуацию.